То, что сейчас в этих батареях тепло, медики называют настоящим чудом. Поверить в это действительно сложно, признается Марина Хутиева. Все эти годы с момента открытия перинатального центра врачи и пациенты жаловались на слабое отопление и холод в отделениях. На данный момент здесь даже не притронешься, настолько они горячие. Здесь очень комфортно. Если раньше нам приходилось одевать верхнюю одежду, кофточки, сейчас на самом деле нам очень комфортно, хорошо, мы себя чувствуем спокойно. Также наши пациенты. Просто сейчас утреннее время, сейчас они еще не подошли, приходилось накрывать их одеялами, зашторивать, что-то придумывать с окнами. Теперь этого нам не нужно. У нас сейчас все спокойненько, хорошо, работаем в совершенно уютных, хороших условиях. Перинатальный центр в Ингушетии открыли в 2017 году. С момента введения объекта в эксплуатацию в учреждении систематически возникали проблемы системы отопления. Слабая циркуляция воды в батареях не позволяла согревать воздух. Объект первые 3 года, согласно гарантийному сроку и договоренности, обслуживал подрядчик. Он же проводил ремонтные работы. Мы лично, так скажем, собственные средства на ремонт отопительной системы не затрачивали. Но спустя время гарантийное обслуживание мы поняли, что своими силами мы справиться с этой проблемой не сможем. Поэтому мы вынуждены были обратиться в Минздрав, в главе и премьер-министру с просьбой письменной, чтобы нам оказали помощь. В сентябре этого месяца премьер-министр Сластенин Владимир Владимирович лично посетил нас, осмотрел объект и также дал свое заключение, что нам необходима помощь и из национального фонда. Благодаря главе республики из национального фонда были выделены нам огромная сумма, 7 миллионов для капитального ремонта отопительной системы. В настоящее время работы практически закончены. До конца года мы с подрядчиками рассчитываемся. Самый важный фактор – это тепло в палатах. Именно для женщин, именно для детей. У нас температура в палатах не должна снижаться меньше 25 градусов. Нам приходилось дополнительно закупать и электроприборы, хотя это даже, скажем так, с нарушением, но у нас не было другого выхода, потому что поменять батареи самостоятельно на огромной этой площади у нас просто возможностей таких не было. Сейчас этой проблемы нет. На выделенные финансовые средства в размере 7 миллионов рублей полностью поменяли 300 батарей в отделениях, которые выходили из строя в каждый отопительный сезон. Таких срывов за сутки было больше 20. Для капитального ремонта закупили 3 теплообменника и не только. Благодаря огромной помощи главы республики и выделенным финансовым средствам из фонда удалось полностью провести ремонт в вентиляционной системе, установить дополнительные трубы и решить, наконец, вопрос подачи тепла. В тепловом пункте проведено также переоснащение и установка дополнительного оборудования для водоподготовки. Подающая тепло котельная уже контролирует давление, а значит и проблем возникнуть не должно. Также оборудование подключили к подводящим наружным сетям. Подключение системы здесь проведено без отключения наружных подводящих сетей. Это может дополнительно работать как и от наружной сети поступать, так и от внутренней сети, что дает дополнительную возможность использовать тепло в разных вариантах. Система водоподготовки внутреннего контура этого здания уже будет своя независимая. Система подачи давления будет независимая. Значит, от центральной котельной зависит только температура. Насколько они будут нам качественно подавать температуру, от этого зависит, как будет тепло здесь. Дальше уже будете следить этим, чтобы проблем не было? Значит, мы после всего этого, мы отсюда, скажем так, не прощаемся, мы сопровождаем на весь зимний период все, что нами сделано. По мере всего нашего наблюдения, все выявляемые недочеты, все эти самые, они будут ликвидированы. Вот, помимо этого, тут еще много что еще выявляется для устранения, скажем так. И это все дополнительно будет устраняться по мере выявления. Система отопления в перинатальном центре – еще одна проблема, которая решена благодаря Национальному фонду развития Ингушетии, создание которого инициировано главой республики. В первую очередь задача заложенных финансовых средств была в улучшении качества жизни, и это удается сделать. Рина Цычоева, Новости 24.